İşte dostlar, biz endi ikinci musafirimizni memnuniyet ile karşılayıq. Kinofişa rubrika vaxtında biz endi onun sübetleşmeye başladık. Ama endi sizge de onu takdim etmeye hazırmız dostlar. Lenifer Hanım Mambetovalardan adlı Ecnebi Tiller Öğrenim Merkezi'nin rehberi ve şairi. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Selam, Allah razı olsun. Savaşlarınız hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Lenifer Hanım, aslında güzel sabah bugün. Nasıl bugünkü sabahınız başlandı ve adet üzere o nasıl başlanır? Вероятно, я не буду оригинальной, если скажу о том, что каждое утро в любой крымско-татарской семье начинается с чашечки ароматного, крепкого кофе. Каждое утро начинается именно так. И, конечно же, еще хочу сказать о том, что вот хорошо, когда утро начинается с объятий, когда вас обнимают дорогие, близкие вам люди. Для меня это мои внуки. Я с удовольствием их обнимаю, целую, это придает мне силы. Вы уже бабушка? Конечно. Ой, не кадар гузель. Молодая бабушка, повезло вашим внукам, чё, гузель. Lenifer Hanım, bir yıl evvelsi Londra şehrinde böyle bir edebi yarış olup geçti. Siz anda özünü takdim ettiniz ve şu vaktan beri siz buna şair olarak ve Kırım Tatar halkı için ve bütün dünya için belli oldunuz. Bu yarış Londra şehrinde olup geçen yarış hakkında azıcık tarif etiniz mümkün olsa. На самом деле, да, так сложились звезды, наверное, сошлись. Есть такое выражение, захотело небо, видимо, того, чтобы поэзия, говорящая о судьбе нашего народа, крымско-татарского, заявила о себе тоже и в Лондоне, дала о себе знать. И в 2014 году совершенно случайно в интернете, увидев сайт Open Central Asia Book центра, я отправила заявку со своими стихами, решила поучаствовать, но нисколько не думала, что стихи привлекут внимание. И к своему удивлению, приятному, конечно, увидела себя в списках победителей в номинации «Лучшее женское произведение». В прошлом году, в 2015 году, издательство Hertfordshire Press издали книгу стихов на русском и на английском языках. Перевод стихов, литературный перевод стихов сделал Дэвид Перри, это член Королевского общества Британии. Машалла. Lenifer Hanım, siz aytdınız ki Rus tilinde ve İngiliz tilinde yazılgan sizin şiirleriniz ya tuğan tilimizge onlarını tercüme etmeye planlarınızda var mı acaba? Мне очень приятно, что в этом году обратил внимание на мои стихи, на поэзию поэт крымско-татарский Сейран Сулейман. Он уже занялся переводом этих стихотворений, перевел несколько из этой книги. Вот эта книга, я покажу нашим телезрителям. Evet, buyurunuz. Вот, она называется «My Homeland, oh my Crimea». А по-русски звучит «Крымом моя родина зовется». Я порекомендовала такое название книги, поскольку в одном из стихотворений есть такая строчка «Крымом моя родина зовется». Çok güzel. Lenifer Hanım, вы сказали о том, что ваше стихотворение о трагедии нашего народа вы хотели рассказать всему миру. И нашей темой заинтересовались и в Лондоне тоже. Когда мы говорим о писательнице, о поэте-женщине, мы как-то вот, знаете, какой-то такой стереотип, возможно. Мы думаем, что женщина-поэт, она вдохновляется розовыми цветочками, бабочками, любовью, я не знаю, окружающим миром в какой-то степени, всем таким вот чем-то нежным, лирическим. Почему у вас не любовь, почему у вас трагедия? Вы пишете о нашей трагедии, вы рассказываете о ней, и прочитав ваше стихотворение, да, очень хорошо вы о ней рассказываете. Как это все начиналось и почему почему вы выбрали именно такую стезю? Вообще слово «любовь» — это очень хорошее слово, и все начинается именно с любви. В детстве я очень много слышала рассказов от своих родителей, в которых я почувствовала, видимо, вот детским сердцем, эту любовь к своей родине. Мои родители были детьми, когда произошла вот эта страшная трагедия в истории нашего народа.
И вот через всю свою жизнь, видимо, вот это детское сердце, оно пронесло мечту о своей родине, о возвращении на родину. Ну, не знаю, очень трудно, сложно объяснить, почему кто-то пишет об отношениях, любовь, когда имеется в виду отношения между людьми, и любовь в отношении к родине, вот к родной земле. У меня почему-то так сложилось, что именно о любви к своей родине, ведь передавая вот тему депортации, все-таки сквозная тема – это все-таки любовь к своему народу и к своей родине. И отсюда шли вот такие строчки, передающие трагическую. Ленифер ханым, сіз Ташкент шерінде яшадыңыз, сон Крымға қайтыңыз. Как вы помните свой путь возвращения на родину, в Крым? С какими трудностями пришлось столкнуться здесь, на родине, и что вам помогало преодолевать эти трудности? То есть, оставив там, в столице, в городе, свою карьеру, связи, налаженные отношения, вы приехали в Крым, где вас, так же, как и всех представителей нашего народа, встречали не с распростертыми объятиями. Да. Как вы отнеслись к этому? Не было ли желания вернуться обратно, туда, где уже все налажено? И что вы чувствовали, когда вы впервые вступили на родную землю? Это сложно передать. Наверное, все свои чувства я передала в своих стихотворениях. Я помню просто, что когда вот я ступила именно на родную землю с трапа самолета, вы не представляете, это такое чувство непередаваемое. Где-то я прочитала, что у земли всегда есть музыка для тех, кто ее слышит. Видимо, эту музыку я почувствовала. Музыка пусть не всегда бывает веселая, жизнерадостная, есть и трагическая музыка, есть печальная музыка. Вот. И вот эту музыку, видимо, я ее прочувствовала, и полились строки. Было очень сложно, конечно, в первое время, но гораздо сложнее было. Я помнила рассказы своих родителей. Вот эта память, она, наверное, и помогает, и подстегивает нас всегда, в любую минуту. А вот эта память о том, о чем говорили родители, как было им сложно, а им было в 1000 раз тяжелее, чем нам, наверное, это придавало силы. Ленифер ханым, вы в основном писать все свои стихотворения начали уже здесь, в Крыму, да? Либо в Узбекистане вы тоже что-то начинали писать? Конечно, еще со школьной скамьи начинала писать, отправляла свои стихи в «Комсомольскую правду». Приходили мне отзывы, письма о том, что получается пока не очень хорошо, но нужно над собой работать. Я работала, затем я закончила филологический факультет университета, стала преподавать. И в процессе работы, конечно же, писала. Но тема именно Родины, вот эта трагическая тема судьбы нашего народа, наверное, все-таки я ее вынашивала, вот как мать вынашивает ребенка. Ленифер ханым, мы знаем о том, что ваши стихотворения, они печатались с 2007 года в газете «Голос Крыма». «Голос Крыма». Да, и сейчас, не так давно, у вас проходили встречи с представителями медицинского университета, да, и вы там читали свои стихотворения. Как реагирует публика на ваши стихотворения? Какие отзывы вы слышите о них? Я не могу похвастаться, что вот ко мне просто с аплодисментами, и, знаете, вот там десятки людей ко мне подходили в восторге, в восхищении. Но вот буквально недавно, когда состоялась та встреча, о которой вы говорите, мне было очень приятно, вы знаете, тронуло до глубины души. Ко мне подошла девочка, представилась и сказала, что я из Ташкента, я из Узбекистана, меня зовут Шахноза. И я плакала, когда вы читали свои стихотворения. Я сама чуть не расплакалась, потому что, понимаете, я поняла, что вот эта тема, о которой я говорю в своих стихах, она, наверное, общечеловеческая. И никому не хотелось бы, чтобы это повторилось в судьбе любого народа.
Вот. Мне было очень приятно. Шахноза попросила подсказать, где можно приобрести книгу. Вот. Мы с ней поговорили о поэзии, обменялись телефонами. Конечно, было очень приятно на самом деле. Ленифер Ханум, мы знаем, что есть такое понятие, как муза. Но что мы называем музой? Что для вас? Что для вас муза, да, прежде всего. Но вопрос хотела бы задать вам как поэту, как человеку творческому. Мы говорим муза, и для многих людей муза – это что-то женского рода. Абстрактное Да, понятие. абстрактное понятие, под которое может подойти абсолютно все. Существует ли вообще понятие муза? Либо мы можем вдохновиться, я не знаю, настроением своим, мы можем вдохновиться чем угодно. И самые необычные моменты, в которые вы вдохновляли, звезды сходились так, что строки лились. Какие это были моменты? И примеры, например. А разговор о музе, вы знаете, все-таки музы тоже придумали поэты, я вам скажу, творческие личности. На самом деле это не физическое какое-то такое вот существо, которое мы можем воочию увидеть. На самом деле это просто состояние души. Как пишутся стихи, сложно ответить. Действительно, муза ли это, вдохновение ли это. Мне больше нравится слово вдохновение. Вот просто так по заказу сесть и написать стихи, мне кажется, это невозможно. Должно быть какое-то определенное состояние души. И стихи рождаются в довольно... Бывает, что ситуации, казалось бы, ну никак вот не располагают к тому, чтобы о чем-то писать. Я расскажу, просто разговор вот так плавно сводится к тому, как пишутся стихи. Правильно я поняла? Да. Я помню, как однажды, когда мы только переехали в Крым, мы жили в недостроенном доме. Ну, собственно говоря, на эту тему говорить не буду, потому что все это знакомо нашему народу. Я шла в магазин, и был такой заброшенный сад, мимо которого я проходила, увидела просто груду мусора. Я не знаю, откуда полились строки. На свалке старого металла меня не всем дано узнать. Людей рука меня ковала, по рельсам птицей, чтоб летать. Моя душа была крылатой, и я мчал вперед, что было сил. Улыбками людей богатый, я счастье их в себе носил. Летели дни по рельсам прямо, в судьбу сливаясь и года. Но память не дает упрямо забыть мне что-то навсегда. В 44-м это было, мне эту дату не забыть. Хоть из железа сердце ныло и не хотело даже жить. И стал я Гамлетом железным, вопрос решая, быть, не быть, себя считая бесполезным, весь мир желая изменить. Был май, слезой с небес печальной катилась скорбная звезда, и от бессилия кричали груз видящие поезда. А грузом этим были дети и женщины, и старики. Ах, не забыть мне лица эти, их скорби, боли и тоски. Толкая в спину автоматом, к вагонам гнали стариков, детей и женщин. Кроя матом, всех закрывали на засов. Но сквозь засов тревожно звонко, как человечеству укор, плач увозимого ребенка, он несмываемый позор. И сразу ком возник у горла. Ах, как мне это передать? Ребенок слово, как же горько с предателем его связать. Я говорю из дальней дали, пройдя сквозь времени пласты, поверьте, поезда страдали, когда в изгнание вас везли. За то, что безвинно наказан народ оклеветанный мой, пусть крошечный колокол в каждом звонит, отнимая покой. Чох Сагунус. На самом деле, я сейчас понимаю эту девочку, которая заплакала, когда вы прочитали свои стихотворения. И да, с помощью
этих стихотворений наш народ не забудет эту трагедию. Именно благодаря вашей поэзии наш народ не забудет эту трагедию. Чох-чох сағымыз. Саховниц. Чох сағымыз, и нам на самом деле... Да, с удовольствием еще бы продолжили наше общение. К сожалению, наше время ограничено. Ве субъектымыздың сонында біздің телесердилеріміз үшін, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Сейчас у вас есть такая возможность. Конечно, я уверена, что сейчас в глубину каждой души проникли благодаря этим строкам. Что бы вы хотели пожелать? Буринус, у вас есть такая возможность. Всем телезрителям, в общем-то, абсолютно всему человечеству я бы пожелала, чтобы никогда в мире у нас не повторилась трагедия, которая произошла с нашим крымско-татарским народом. Сағымыз. Чох сағым. Это самое главное для нас – жить на своей родине, продолжать писать, творить и развиваться. Чох сағымыз, мы желаем вам творческих успехов. Всегда рады видеть вас у нас в гостях. Чох сағымыз келгеніңіз үшін. Чох сағымыз. Достар, біз есе девам етейік. Венев бетте біздің енді анюневи рубрикамыз сізні беклемекте. Оны әлбетеки хачыр маныз ве дабыршейін айтмаға істередімге бұйтын біздің субетлеріміз ве рубрикаларымызны яйнымыздан сон әлбетеки интернетте де тапа білерсіңіз. Шының үшін достар, ама жанлы яйында оны бақмаға эп бір ұнытманыз ве эп бір бақыңыз достар. Бұл сабаны бұл зіле башланыз достар, не бетте сізні ажайып сюрприз беклей. Бұйырыңыз.